Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане почтили память о Гулабат Бердымухамедовой. Туркменистан стал одним из основных экспортеров томатов в Россию в 2022 году. В Ашхабад прибыла делегация ОАО МАЗ и другие новости. В пятницу в мечети Хезрет Омар национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в день поминовения дорогой матери и бабушки Оголабат Бердымухамедовой дали садака Акзачар. Как уже сообщалось, Оголабат Бердымухамедова скончалась на прошлой неделе на 86-м году жизни. Как отметил национальный лидер туркменского народа, его мать Оголабат Эдже, так же, как и его отец Мялик Гулы Ага, отошла в вечный мир в священный месяц Рамадан, что считается благодатью Всевышнего. По итогам 2022 года Туркменистан занял второе место в списке основных экспортеров томатов в Россию. Туркменистан поднялся на второе место с долей импорта в 14%. В 2021 году Туркменистан был на 4-й позиции, а вот Турция, которая тогда была второй, в 2022 году опустилась на строчку ниже. Основным импортером остался Азербайджан с долей в 37%. Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с представителями ОАО «Минский автомобильный завод». В Ашхабад прибыла представительная делегация ОАО МАЗ. В ходе встречи были обсуждены вопросы текущего сотрудничества белорусской автомобилестроительной компании с партнерами в Туркменистане, в том числе сервисное обслуживание автотехники, а также вопросы функционирования Центра белорусской техники в Ашхабаде и представительства ОАО МАЗ в Туркменистане. Спектакль «Доходное место» Ашхабадского молодежного театра «Артист» с успехом прошел на площадке 25-го международного фестиваля русских театров «Встречи в России», который проходит в Санкт-Петербурге. Творческий коллектив из Туркменистана представил вниманию участников и гостей фестиваля осовремененную версию пьесы Александра Островского. Также для ознакомления участников фестиваля с традициями и культурным наследием туркменского народа артисты из Ашхабада подготовили отдельный номер. В туркменских национальных костюмах они исполнили древний танец кюч-тепти, включенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. За активное участие в творческом форуме коллективу «Артист» вручен диплом международного фестиваля в Санкт-Петербурге. Посол Туркменистана в Индии Шалар Гельдиназаров принял участие в первом заседании совместной рабочей группы по вопросам порта Чабахар, которая состоялась в рамках многостороннего формата «Центральная Азия-Индия». Порт Чабахар является значимым звеном транспортного коридора Север-Юг и важной частью Ашхабадского соглашения. Порт имеет особое значение для развития торговых отношений между Индией и странами Центральной Азии, а также для доставки гуманитарной помощи Афганистану. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев награжден государственной наградой Республики Казахстан орденом Достык первой степени. Эту высокую и почетную награду Лебедеву вручил в четверг заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе рабочей встречи в Самарканде. Награда была вручена по поручению президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. Илон Маск объявил о начале монетизации пользовательского контента в Twitter. По его словам, запустить монетизацию в Twitter можно для любого контента, в том числе объемного от больших текстов до многочасовых видео. Достаточно одного нажатия кнопки «Монетизация» в настройках аккаунта. В течение первого года средства от монетизации, уплаченные подписчиками, пользователи будут получать полностью за вычетом комиссии, взимаемой платежными системами. Ашхабадский Капедак стартовал с победы в новом розыгрыше чемпионата Туркменистана по футболу. В первом туре национального первенства Капедак обыграл Шагадам из Туркменбаши. Игра прошла в туркменской столице на стадионе Ашхабад и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Автором первого гола в чемпионате Туркменистана в сезоне 2023 стал нападающий футбольного клуба «Капедак» Ясклыч Курбанов. По итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, состоявшегося 14 апреля в Самарканде, было решено присвоить Минску статус спортивной столицы СНГ. Соответствующее решение одобрил Совет министров иностранных дел стран СНГ. В следующем году статус спортивной столицы СНГ будет передан армянскому Гюмри. Также в ходе заседания был принят ряд решений в области культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.